прямом эфире телеканала «Якутия-24» программа «Итоги дня». Мы расскажем вам о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко, и в этом выпуске. Якутскому вещанию сегодня исполнилось 55 лет. В честь знаменательной даты, и чтобы дать возможность людям прикоснуться к истории, в столице республики открыли музей якутского телевидения и радио. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и работники гражданской авиации. Наша съемочная группа встретилась с пилотом, который рассказал, чем так привлекает романтика неба. В Алдане первый снег привел и к первому гололеду на дорогах за минувшие выходные. Там произошло сразу несколько ДТП. Репортаж наших алданских коллег. А в Нерюнгри проблемы с тренировкой будущих олимпийских чемпионов. Дети, которые вот уже несколько лет занимаются фигурным катанием, остались без тренера. Как теперь готовиться спортсменам и почему на детский спорт не предусмотрели финансирование? Солист Мариинского театра показал свое мастерство в Якутске. Он сыграл с музыкантами симфонического оркестра филармонии Якутия. Также в столице региона стартовал первый международный фестиваль кыргызского кино. Он посвящен 90-летию писателя-классика мировой литературы Чингиза Айтматова. Сегодня якутскому телевидению исполнилось 55 лет. 8 октября 1963 года вышла первая регулярная программа, и теперь национальная вещательная компания «Саха» – одна из крупнейших региональных теле- и радиовещательных компаний России. В честь столь знакового события в здании нашего телеканала открыли музей якутского телевидения и радио. О том, какие экспонаты представили в выставочном комплексе НВК, расскажет наш корреспондент Анастасия Кобызева. От черно-белой картинки до цифрового телевидения строительство якутского телецентра длилось с 1959 по 1963 годы. Новости были первой устоявшейся программой, выходившей в эфир с первого дня открытия студии с 1963 года. В первый год существования студия выдала в телеэфир передач на 128 минут. Эти и многие другие факты вы можете узнать в музее якутского телевидения и радиовещания. Экспонаты поражают. Многие из них предоставили ветераны якутского телевидения. Кинооператор Владислав Бочковский за камерой более 40 лет. За это время ему удалось собрать уникальную коллекцию видеокамер. Трудовая деятельность началась вот с такой камерой. Не именно с этой, а с такой же точности. Всего-навсего сюда влазило пленки на 3 минуты. Вы можете себе представить, сколько надо было перезаряжать и снимать? Ну, в основном-то, конечно, тогда пленку экономили, пленка дорогая. У каждой камеры своя история. Кинор с Владиславом Бочковским прошла весь Северный Ледовитый океан, не подводила даже в самые опасные минуты. Были очень большие экстримы. Один раз нас выбросило на берег штормом. Очень был сильный ветер. 45 45 метров в секунду. В общем, это 150 километров в час. По пояс в воде. В конце концов, все-таки стал снимать. Парни сначала на меня всякое разное ругались. А потом, когда все это закончилось, все же заканчивается в конце концов. Говорят, ну молодец, хорошо, что снял. Но эти кадры сохранились, конечно, все это есть. Первый вице-президент НВК «Саха» Анатолий Гоголев об открытии музея узнал из выпуска новостей нашего канала. Сразу примчался в компанию и с ценным экспонатом. Репортер 1982 года достался еще его отцу. Гоголев Петр работал радиоорганизатором в Усть-Алданском районе. Он сохранил целость и сохранность. Ну, когда он умер, мне дали вот этот репортер. Но я что-то держал у себя дома. Я теперь думаю, место этому репортеру здесь, в музее. Потому что я сегодня увидел, что это музей такой великолепный, и это история. В музее есть мини-радиостудия. Здесь попытались сделать все так, как было в 1963 году. Стол, стул, оборудование. Любой посетитель может почувствовать себя радиодиктором и записать свой голос на кассетный магнитофон. 7 ноября считается днем рождения якутского радио.
Музей открыт в будние дни для всех желающих. Приходите и познакомьтесь с историей становления и развития якутского телевидения и радиовещания. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. В честь знакового события отметили и работников вещания. Так, сегодня в прямом праздничном эфире министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Анатолий Семенов наградил нашу коллегу, режиссера дирекции телеканалов НВК «Саха» и «Мамонт» Амбросьеву Ларису Егоровну почетным знаком «Гражданская доблесть». А почетную грамоту Союза журналистов России вручили Киремясовой Лене Петровне. Также свой профессиональный праздник сегодня отметили работники гражданской авиации. Для нашего региона появление такой отрасли особенно важно, так как благодаря ей развивается экономика и культура региона, строятся новые города и поселки. Дмитрий Тымыров встретился с одним из пилотов, который рассказал, что заставляет людей сделать свой выбор в пользу неба. Впервые крылатая машина поднялась в якутское небо 8 октября 1925 года. Это были демонстрационные полеты маленького биплана «Цоффич» английского авиаконструктора Томаса Цоффича. И это историческое событие по праву считается днем рождения якутской авиации. Человек неба Андрей Афанасьевич Семенов всю свою трудовую деятельность посвятил авиации. Как он нам рассказал, стать летчиком было мечтой детства, а любовь к авиации привил его учитель. Летчиком я хотел быть с детства. Военным летчиком я решил стать где-то в 10 классе. Почему? При окончании школы. У нас был очень хороший воендруг, Слесаренко Николай Иванович, который активно занимался патриотическим воспитанием нас. И у нас очень много выпускников пошли именно в военное училище. В Красноярское Балашовское военное училище поступил в 1985 году. В 1989 успешно его окончил. Далее прослужил в военно-транспортной авиации 3,5 года. Свою трудовую деятельность начал в национальной авиационной компании «Саха-Авиа». В качестве летчика первый свой полет совершил по маршруту Якутск-Хандга. Отличившись и набрав за время работы во внутренних рейсах определенный опыт, вышел на полеты и за пределами республики. Это когда я переучился на Ту-154 в 95-96 году. Ну и вот в какой город у вас был маршрут за пределы республики уже? И какие ощущения вот было? Город Москва. Ощущения были в основном от типа самолета. Самолет был другой, Ту-154. Он более скоростной, более высотный. Больше пассажиров, больше работы. С тех пор сменились не раз и руководство компании, и даже ее название. А наш герой и по сей день трудится во благо гражданской авиации. Сейчас работа в основном в конторе. Но моменты, когда пилот снова садится за руль воздушного судна, все еще случаются. Работа сейчас стала более, скажем так, штабная, да, то есть больше связана с бумагами. Приходится заниматься документацией больше. Но когда необходимо сделать какие-то методические полеты, проверочные и так далее, ну иногда и рядовые полеты, то есть самостоятельные полеты. Всего в копилке Андрея Афанасьевича около 14 тысяч часов полета. И говорит, что это не предел. Встречая очередной день гражданской авиации, наш герой отмечает, наша авиация за все это время претерпела множество изменений, но все они ведут ее к дальнейшему развитию. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Столетний юбилей отметили и штабные подразделения МВД России. С момента создания их множество раз реформировали, и на сегодняшний день они являются главным органом управления Министерства внутренних дел. Большая аналитическая работа об уровне преступности и результатах борьбы с ней, обеспечение силами и средствами при раскрытии преступлений по горячим следам. Своих коллег и ветеранов с праздником поздравил начальник штаба МВД по республике Павел Миронов, в ходе чего наградил отличившихся сотрудников. Любая большая структура, она не может обходиться без именно управленческого аппарата, без выработки, без анализа,
для чего министерство существует. Хочу поздравить всех своих коллег и в первую очередь ветеранов с этим праздничным событием, пожелать им здоровья. К другим темам. В Южной Якутии снегопад привел к большому количеству ДТП. Он начался в субботу вечером, а в воскресенье снежный покров достигал уже 20 сантиметров. Ожидаемо днем он растаял, а ночные заморозки превратили его в наледь на проезжей части. Сейчас трассы, конечно, расчистили, но как водителям, так и пешеходам необходимо быть начеку и соблюдать осторожность. И вот к чему приводит небезопасное вождение в период наледи на дорогах. Репортаж нашего алданского корреспондента Татьяны Вахниной. 3 погибших и 7 пострадавших, в числе которых 5-летний ребенок. Такова печальная статистика последних 2 недель. В конце сентября, начале октября на дорогах Алданского района произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами автоаварий стало превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и выезд на полосу встречного движения. Большинство аварий от общего числа ДТП происходит на федеральной дороге. С выпадением снега и первым гололедом потенциальная опасность на дорогах возросла многократно. Передвижение затруднилось для всех участников дорожного движения. Очень трудно. Гололед. Впрочем, водители сходятся во мнении, что первоосновной причиной потенциальной опасности является нежелание пешеходов обращать внимание на то, что происходит на проезжей части, а погодные условия вторичны. Пешеходам вот есть некоторые не соблюдают ПДД, переходят дорогу в неположенных местах, не дождавшись, перебегают прямо перед машиной. Наша безопасность прежде всего в наших руках. Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать осторожность. Да, в связи с наступлением сложных погодных условий водителям необходимо быть крайне внимательными, соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Помнить, что в период гололеда управление транспортным средством на летней резине крайне опасно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2018-м ситуация на дорогах в Алданском районе ухудшилась. Отмечен значительный рост ДТП, в которых увеличилось количество пострадавших и погибших. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске же произошло очередное ДТП с участием несовершеннолетнего. По данным сотрудников госавтоинспекции, 6 октября в 12 часов дня 32-летний водитель машины Toyota Corolla Fielder, двигаясь по улице Кузьмина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Скорая госпитализировала ребенка. Медики диагностировали ушибы бедра и мягких тканей лица. Ей назначили амбулаторное лечение. Показания же сторон разнятся. По данному факту проводят расследование. По словам водителя следует, что он следовал по улице Можайского со стороны улицы Курнатовского в сторону автострады. Скорость автомашины была примерно около 40 км в час. Следуя по правой полосе движения возле дома номер 17 улицы Можайского на нерегулируемом пешеходном переходе неожиданно выбежала девочка. И он не успел остановиться, в результате чего совершил наезд на нее. Отец ребенка в своем объяснении написал, что ее дочь по пути в школу начала переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент ее сбила машина. А в Нерюнгри поводом для привлечения к ответственности стало оскорбление в мессенджере. В столице Южной Якутии мужчину задержали за то, что он направлял на сотовый одной из жительниц города уничижительные сообщения. В итоге мировой судья назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Что делать, если человека одолело тяжелое заболевание, а очередь на операцию может привести к потере драгоценного времени? В такую ситуацию попала героиня нашего следующего сюжета Елена Гаврилева. Многодетная мама и любимая жена должна в ближайшее время отправиться на операцию в Москву, но ее стоимость, перелет и проживание не позволяют сделать этого сейчас. Что случится, если продолжать откладывать лечение и дальше? И как можно помочь Елене, расскажет наш корреспондент Александр Зубехин. Для Елены из Якутска головная боль – это часть ее жизни.
Это та ситуация, когда лекарства не помогают. Она нуждается в дорогой и сложнейшей операции в Москве. Однако денег у семьи Гаврилевых на это не хватает. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам? Да, пожалуйста, проходите. Елене всего 29 лет. Она мать 3 детей и любимая жена. Будни счастливой семьи изменились в одночасье. В феврале этого года Елена узнала о страшном диагнозе – опухоль головного мозга, глиома левой лобной доли. За прошедшие полгода ее состояние стало стремительно ухудшаться. Тошнота, рвота, головные боли, теряю сознание. То есть я пришла там в общественное место и просто упала, да. Люди подбегают, начинают спрашивать, а врачи не могут объяснить, что со мной происходит. Некоторые клиники отказываются проводить операцию. Могут быть последствия, поскольку опухоль находится слишком близко с речевыми областями головного мозга. Помочь Елене решились лишь врачи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова в Москве. На текущий момент необходимы средства для того, чтобы полететь туда, чтобы жить. Мы собрали 455 тысяч рублей. Нам необходимо еще 345 тысяч для того, чтобы мы могли уже лететь, обследоваться, оперироваться. Восстановительный, наверное, процесс будет очень долгий. И реабилитация, после этого, возможно, еще будет химия, лучевая терапия. Квота от Минздрава республики на операцию есть. Однако Елена не хочет ждать своей очереди. Опасается, может быть упущено драгоценное время. Предлагаемый ей вид оперативного лечения, он идет по программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации по талонам на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Детям о проблеме Гаврилевы рассказывать пока не решаются. Главная поддержка Елены сейчас – ее супруг. Жена – это мой лучший друг, мой товарищ. Во всем всегда вместе. Вот. Таких друзей и не было в жизни, как моя жена, сказать, вот честно. Очень уважаю, люблю и ценю свою жену. Не знаю, как мы с детьми останемся. Вот. Поэтому большая надежда, что операция хорошо пройдет, успешно, и будем жить дальше с семьей. Я своим детям не рассказывала о болезни, потому что боюсь, что и им тяжело будет с этой информацией, да. И мне очень тяжело объяснить, что мама болеет, что возможно, мамы не будет, да. Все 3 сына к частым головным болям мамы уже привыкли, но не смирились. Надеются, однажды мама перестанет болеть и станет такой, какой была прежде. Мы, конечно, любим маму, и мы не хотим, чтобы у мамы болела голова. Но у мамы болит голова. Я хочу, чтобы мама была всегда здоровой. Тем, кто хочет нам помочь, прошу переводить денежные средства по номеру телефона 8 999 174 01 27. Привязана к онлайн Сбербанку. Карточка также Сбербанка. Номер 42 76 76 09 68 62 21 40. Буду очень признательна вообще каждому. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. В Нерюнгри возникла проблема с тренировками будущих олимпийских чемпионов. Из-за отсутствия финансирования дети, которые вот уже несколько лет занимаются фигурным катанием, в этом году остались без тренера. Но школьники не хотят бросать занятия и выходят на каток сами, без наставника. Как теперь тренироваться и почему на детский спорт не предусматривают деньги, разбиралась Александра Цыбикова. Маленькие ангелы на льду, так окрестили их жители Нерюнгри после показательных выступлений. Фигуристки, которые занимаются 2 года, уже участвовали в соревнованиях. Президент Федерации конькобежного спорта Якутии Елена Татарникова, которая основала секцию фигурного катания в городе Нерюнгри, осталась довольна. За короткий срок девочки достигли хороших результатов, но, возможно, им придется бросить свое занятие. Девчонки наши раскрылись за это время. Посмотрите, как они катаются. Они полюбили лед и практически мы лишаем их этого, лишаем полностью возможности заниматься любимым делом. Как удалось выяснить, в данное время штатной единицы Федерации конькобежного спорта Якутии нет, и тренер, которая проработала 2 года, не может приехать. В итоге оказалось, что и человека, который мог бы заниматься с детьми, нет. Узнав о закрытии секции, родители пытались отдать детей на другие, но девочки никак не могли взяться за другой вид спорта. За это время мы научились очень многому, много прыжков мы изучили.
Родители сейчас пытаются добиться восстановления занятий. Ситуация неоднозначная. Даже если источник финансирования найдут, то тренера в районе не имеется. И детям теперь остается ждать только чуда. Александра Цыбикова, Георгий Сергеев, Нерюнгри. Сейчас короткая реклама, после чего снова вернемся и вот о чем поговорим далее. Якутские киберспортсмены показали отличный уровень на международных соревнованиях во Владивостоке. Они заняли первое место в VR и AR-дисциплинах. В столице региона стартовал первый международный фестиваль кыргызского кино. Он посвящен 90-летию писателя-классика мировой литературы Чингиза Айтматова. Также в Якутске солист Мариинского театра показал свое мастерство. Он сыграл с музыкантами симфонического оркестра филармонии Якутии. Это программа «Итоги дня», и мы продолжаем. Индия и Россия будут сотрудничать в алмазно-бриллиантовой отрасли. Об этом нашему телеканалу сообщили в Министерстве по внешним связям и делам народов республики. Взаимодействие между странами обсудили во время прошедшей встречи президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в рамках 10-го ежегодного двустороннего саммита в Нью-Дели. В совместном заявлении глав двух государств стороны высоко оценили достигнутый уровень взаимодействия в этой отрасли, в частности, заключение новых долгосрочных договоров на поставку алмазного сырья «Алроса» индийским компаниям, а также открытие представительства компании в Мумбаи. А на юге России в городе Сочи обсудили перспективы открытия прямого железнодорожного сообщения до поселка Нижний Бестях. Об этом говорится на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Наличие современной инфраструктуры для перевозок пассажиров и грузов – это один из актуальных вопросов для Якутии сегодня. В деловой встрече участвовали представители транспортного сектора, РЖД и ведущих предприятий железнодорожной отрасли. Так, с генеральным директором «Трансконтейнер» Вячеславом Сараевым провели переговоры о развитии контейнерных перевозок и перспективах отправки поездов с использованием площадки железных дорог Якутии на станции Нижний Бестях. Приятные новости принесли и якутские киберспортсмены. Команда Якутии отлично показала себя на международном хакатоне по VR и AR-дисциплинам, заняв первое место. Двухдневное соревнование прошло во Владивостоке. Участие приняли 14 команд. Мультиплеерная VR-игра была разработана на самом хакатоне за 2 дня. Суть ее состоит в том, что, надев VR-шлем, игрок попадает в кабину гигантского робота и защищает город от других роботов. Успеха нашим ребятам удалось добиться благодаря составу команды и упорству в процессе разработки. Брал, получается, разработчика, 2 3D-дизайнеров и также 2D-дизайнера графического. И собрав команду, мы отправились на сам хакатон при поддержке АЕП IT, технопарка Якутска. И также лично от самого министра инноваций Антона Скалановича. И благодаря этой инициативе мы как раз выехали, начали участвовать и, грубо говоря, победили на самом хакатоне. Крупные события произошли и на культурном поприще. Солист флейты оркестра Мариинского театра Денис Лупачев показал свое мастерство в Якутске. Во время его пребывания в столице возникла идея организовать целый концерт, в программе которой совместная игра с музыкантами симфонического оркестра филармонии Якутии. Раз уж я сюда приехал, достаточно далеко лететь из Петербурга, и возникла идея организовать концерт с местными музыкантами, ансамбль «Арктика». Мы исполним сиюты си минор Иоганна Себастьяна Баха, и после этого публика, которая придет на концерт, услышит флейту с роялем. Блистало в эти дни и якутское кино. Документальный фильм «Ганнибал» режиссера Ивана Кривогорницына завоевал сразу 2 специальных приза на открытом фестивале документального кино «Россия». Он прошел накануне в Екатеринбурге. Якутский фильм получил спецприз жюри за любовь и сострадание к человеку и специальный приз международного фестиваля «Докер». Всего участвовало 39 картин студий Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также фильмы, снятые в Израиле,
Израиле, Беларуси, Испании, на Кубе и в Финляндии. Мой фильм «Ганнибал» — это фильм о человеке, который, несмотря на все перипетии своей судьбы, остался человеком. Я считаю, что это большое достижение якутского кино не только в игровом формате, но и документальном. Тем временем в столице региона стартовал первый международный фестиваль кыргызского кино, посвященный 90-летию кыргызского писателя, классика мировой литературы Чингиза Айтматова. Союз кинематографистов республики представил 5 художественных фильмов советских времен. Это фильмы по мотивам произведений именитого режиссера, такие как «Джамиля», «Первый учитель», «Материнское поле», «Красное яблоко» и «Белый пароход». Кинопоказы пройдут в Доме культуры народов до 12 октября. В рамках фестиваля состоится и круглый стол на тему «Чингиз Айтматов. Связь времен и народов», совместно с которым произведут выставку книг писателя. Метро кыргызское кино – это Тулюм Шакеев, Мелис Субукеев, Геннадий Базаров. Все они свои фильмы начинали, скажем, по произведениям Айтматова. Фильм «Материнское поле» – это дебютная картина как раз Геннадия Базарова. Мы тоже привезли эту картину, посмотрите. Но на этом события из мира кино не заканчиваются. В одном из столичных кинотеатров показали документальный фильм якутской епархии «Молющийся». Картина посвящена иконе умиления Богородицы Якутска. Показ посетил и готов поделиться своими впечатлениями от увиденного наш корреспондент Артур Габышев. Фильм повествует зрителям об истории иконы Пресвятой Богородицы, попавшей в Якутию еще в 18 веке. Продолжительность документальной ленты 25 минут. В ней собраны воспоминания не только священнослужителей, но и историков, в том числе московских. В этом году исполняется 275 лет пребывания святыней на якутской земле. Наша святыня – это икона Пресвятой Богородицы Умиления, которая находится в нашем Богородицком храме города Якутска. Она была сюда привезена графиней Бестужевой и вот с тех пор находится здесь. Она является чудотворной, почитается как чудотворный образ. Автор фильма – архиепископ якутский Еленский Роман. На съемку документальной картины ушло порядка полугода. За это время удалось съездить во многие места России, в том числе и в Москву. Кроме этого кинопроекта, в скором времени будет показан и другой фильм от якутской епархии. Примерно где-то через месяц, наверное, а может быть уже в течение этого месяца мы будем готовы презентовать еще один фильм якутской епархии. У него хронометраж порядка 50 минут. Мы работали год над этим фильмом. Съемки проходили практически по всей территории республики. География очень большая, очень огромная. Этот фильм расскажет о вере в Якутии, о современном состоянии православной общины нашей республики. Среди посетивших кинопоказ были не только прихожане, но и представители молодежи, которых заинтересовала данная тема. Для меня очень рад участвовать в формате таких мероприятий. Вот, советую посещать. Очень рада, что у нас в Якутии есть своя икона, что ее название в честь нашего города. Знаете, этот фильм настолько удивительный, что я бы его порекомендовала своим ученикам, которые ходят в мой краеведческий кружок, их родителям, являются ли они воцерковленными, не воцерковленными, потому что нам нужно знать историю своего города. Киносеанс прошел в рамках 7-го Свято-Иннокентьевского студенческого форума, а также в программе участников встречи с активистами и руководителями отделов по делам молодежи и епархии. Артур Габышев, Петр Шестаков, Якутск. На этом программа подошла к концу. Мы продолжим следить за новостями и держать вас в курсе событий. Спасибо за внимание и всего вам доброго.